Дневник доставит вам удовольствие и поможет понять, что делает вас счастливым. В дневниковых записях мы прежде всего пишем о своих чувствах. Закройте глаза и подумайте в течение 2 минут о чем-то, за что вы благодарны. Это может быть воспоминание, которое много значит для вас, или важный момент в жизни. Так пусть он всегда будет с вами и никогда не уходит. Что вы теперь чувствуете? Потратьте пару секунд на то, чтобы осмыслить свои ощущения. Доказано, что благодарность – это противоядие, помогающее противостоять любым негативным эмоциям. Она усиливает все хорошее, что есть в вашей жизни, подобно тому, как акустический усилитель делает громче идущие через микрофон сигналы. Благодарность увеличивает ваш позитивный опыт. Другими словами, благодарность усиливает добро. Осознанное осмысление хороших вещей само по себе приносит радость, поэтому пользование ежедневником автоматически несет добро и доставляет вам определенное удовольствие. На этот же эффект нацелены и увлекательные, разнообразные и занимательные еженедельные задания, в особенности 5 еженедельных вопросов. В чем заключается ваше личное счастье? При нынешнем разнообразии жизненных путей найти ответ на этот вопрос стало намного важнее, чем раньше. Мой ежедневник поможет вам понять, что делает вас счастливым, и поведет вас к этому пониманию совершенно особым, уникальным способом. Он будет каждый день задавать вам нужные вопросы, а ведь правильно поставленный вопрос уже половина истины. Ваше внутреннее счастье не будет зависеть от внешних обстоятельств. Конфуций сказал: у человека 2 жизни. Вторая начинается в тот момент, когда мы осознаем, что жизнь всего одна. Успешный американский предприниматель Наваль Равикант, когда его спросили, переживал ли он подобный поворотный момент, ответил: всю свою жизнь я стремился достичь определенных материальных и социальных целей. Но когда я достигал их, то быстро понимал, что окружавшие меня люди, те, кто добился похожих результатов, и те, кто находился на пути к еще большему успеху, вовсе не выглядели счастливыми, и мое собственное внутреннее благополучие ослабевало каждый раз после достижения большой цели. И как бы банально это ни звучало, я пришел к выводу, что радость жизни прежде всего зависит от нашего внутреннего состояния. Я начал все больше и больше заниматься своим внутренним миром, и все яснее стал осознавать, что наши истинные достижения внутри нас, и они в конечном счете совсем слабо связаны с внешними обстоятельствами. Выводы, к которым пришел Наваль Равикант, далеко не единичный пример. Большинство людей считает, что они будут счастливы, когда у них будет больше денег, когда они будут жить в лучшей квартире, когда они встретят свою половинку или когда получат работу своей мечты. Но на самом деле совершенно не обязательно дожидаться наступления ближайшего прекрасного события. Можно быть благодарным и по-настоящему счастливым и без этого. Ведь каждый раз, достигая подобной цели, вы замечаете, что в вашей жизни ничего по сути не изменилось. Вы остались все тем же человеком. Очень редко бывает так, чтобы внешние обстоятельства сделали вас счастливым надолго. Об этом говорят многочисленные признанные исследования и, скорее всего, ваш собственный жизненный опыт. Признайтесь честно, как часто вам приходила в голову такая мысль: если я добьюсь того или этого, стану ли я счастливее? И часто ли, добившись желаемого, вы действительно долго ощущали счастье? Выделите особое время для того, чтобы насладиться маленькими моментами счастья в вашей жизни. В противном случае вероятность того, что важные события принесут вам настоящее удовлетворение, окажется очень мала. Найдите время для оценки маленьких достижений каждого дня, когда вы последний раз радовались своим успехам. Чтобы достичь счастливой жизни, вам не нужны никакие тайные рецепты, доступные лишь буддийским монахам. Всего 6 минут в день помогут развить позитивные ощущения, которые надолго принесут вам независимость от всех «когда». Читайте дальше и сами в этом убедитесь. Вещи имеют лишь ту ценность, которую мы им присваиваем. Мольер. За что я благодарен? Спасибо за аварию
Целый прекрасный год я учился за границей, побывал в самых чудесных местах Азии и уже собирался вернуться домой. Но за 3 дня до вылета все мои планы перечеркнул мотоциклист, который сбил меня на скорости 70 км в час и моментально исчез с места происшествия, оставив лежать на 35-градусной жаре под палящим солнцем с открытым переломом ноги. От вида торчащей кости я потерял сознание. 2 сотрясения мозга, тело, на котором не было живого места, и при этом я был один в какой-то невообразимой глуши в Камбодже. Я провел 16 недель в больнице, и после множества операций никто не мог точно сказать, удастся ли сохранить мне ногу. Не слишком приятная ситуация для человека, у которого редко выпадала неделя, когда бы он не занимался спортом. Это было самое тяжелое время в моей жизни. Каждая новая операция либо никак не меняла мое состояние, либо ухудшала его. Казалось бы, психологически я должен был чувствовать себя все хуже с каждым днем. Однако я постоянно получал комментарии вроде: «А почему у тебя такое хорошее настроение?» Или «Ты ведешь себя так, как будто ничего не произошло». Я не такой уж хороший актер. Просто я снова и снова убеждался, что мое внутреннее состояние больше не зависит от внешних обстоятельств, от всех «когда» в моей жизни. То, что со мной происходило, было не случайностью, а результатом осознанных ежедневных упражнений. Вспомните слова Навали Равиканта, напечатанные выше. Я смог выдержать свою больничную эпопею, потому что снова и снова понимал то же, что понял он. Радость жизни прежде всего зависит от нашего внутреннего состояния. После аварии я провел 1000 часов, изучая человеческую душу и связь между моим внутренним миром и радостью в моей жизни. Я прочел несчетное количество книг и статей, изучил множество подкастов и видео и лично беседовал с самыми разными людьми. Если бы не этот несчастный случай, со мной не произошли бы многие прекрасные вещи. И одну из этих прекрасных вещей вы сейчас держите в руках. Я научился ценить то, что у меня есть, радоваться, что, несмотря на тяжелую аварию, смог сохранить ясность ума, ценить, что у меня осталась 2-я нога, ценить, что мои родные и близкие друзья со мной. Я ценю каждодневные мелочи, так как описываю их каждый день. Вместо того, чтобы концентрироваться на плохом, а это очень легко сделать, если твоя вселенная ограничена больничной койкой и больничным же туалетом, я сосредоточился на хорошем в своей жизни и вдруг заметил, как много в ней позитива. С тех пор мой взгляд на мир не изменился. В 2 словах, я теперь счастливее, чем раньше. И, кстати, снова встал на ноги. А теперь перейдем к более привычным проявлениям благодарности. Спасибо тем, кто меня вдохновлял, хотя я никогда не встречался с этими людьми лично. Тони Роббинсу, Марии Поповой, Роберту Грину, Джонатану Хатту, Шону Эйкеру, Роберту Челдини, Алексу Айкону, Райану Холидею, Мартину Селигману. Отдельное большое спасибо я говорю своей семье и самым близким друзьям. Я всегда буду помнить, что значит для меня эти люди, и где бы я сейчас был, если бы не они. И, наконец, спасибо вам. Спасибо за то, что вы прямо сейчас читаете эти слова. Спасибо за то, что вы решились отправиться в путь в поисках более счастливой жизни. Краткий обзор того, как лучше всего пользоваться ежедневником 6 минут. Утренний ритуал. Утренняя благодарность. Запишите 3 вещи, за которые вы благодарны, или 1 вещь и 3 связанные с ней причины для благодарности. Как сделать ваш день замечательным? Сосредоточьтесь на шансах и возможностях, которые вам предоставляет наступающий день. Каковы ваши сегодняшние цели? Какие конкретные действия продвинут вас сегодня в верном направлении? Положительная установка. Опишите то, каким вы видите сегодняшний день или будущее в целом. Изобразите себя таким, каким вы хотите быть. Вечерний ритуал. Что сегодня было сделано хорошего для других? Любой, даже самый маленький поступок может принести кому-то радость. Если вы сделали что-то хорошее для другого, то в результате сами надолго почувствуете себя счастливым. Возможность для самосовершенствования. Вы хотите постоянно расти и развиваться. Чему вы сегодня научились?
Какие возможности для самосовершенствования вы видите? Счастливые моменты сегодняшнего дня. Каждый день включает в себя множество счастливых моментов и мгновений успеха. Посмотрите на них непредвзятым взглядом, запомните их и зафиксируйте. Ежедневный ритуал. Задание недели. Здесь вы покидаете свою зону комфорта, чтобы сделать что-то хорошее для себя или других. Ваши 5 вопросов. Многие из этих вопросов вы по-настоящему не задавали себе ни разу за всю жизнь. Они могут быть захватывающими, острыми, глубокими, необычными, интересными, занимательными, вдохновляющими, либо обладать всеми этими признаками. Пример заполнения. Так может выглядеть страница вашего ежедневника. Я благодарю за то, что... Первое. Ощущаю тепло солнечных лучей на своей коже. Второе. Собираюсь приготовить себе легкий завтрак. Третье. У меня есть прекрасные друзья, которые украшают мою жизнь. Второй раздел. Что сделает сегодняшний день замечательным? Я сделаю упражнение, чтобы быть подтянутым. Я сделаю паузу в работе на 30 минут и почитаю новую книгу. Я буду сегодня медитировать, чтобы чувствовать себя спокойно. Третье. Положительная установка. Я буду контролировать свое настроение, хочу быть сильным и поступать осознанно. Цитата дня или задание недели. Четвертое. Что сегодня было сделано хорошего для других? Сегодня я придержала дверь перед выходящим человеком. Я мило улыбнулась продавщице. Пятое. Что я смогу сделать завтра лучше? Я позвоню маме и спрошу, как у нее дела. Шестое. Прекрасные события, которые произошли со мной сегодня. Первое. Я с благодарностью выслушал комплимент. Второе. Мне удалось выполнить задачи, поставленные на сегодняшний день. Третье. Коллега порекомендовала мне взять вкусное блюдо. Жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта. Нил Дональд Уолш. Это не просто дневник, ведь он предлагает вам четкие задания на каждую неделю и каждый месяц. Задание на неделю – выйти из зоны комфорта. Каждую неделю ежедневник 6 минут будет предлагать вам новое особое задание. Суть каждого из них заключается в том, чтобы вы сделали что-то хорошее или себе, или другим людям. На первый взгляд может показаться, что эти задания сложно выполнить, но в долгосрочной перспективе они поспособствуют росту вашего благополучия. Природа запрограммировала ваш организм на выживание, а значит на экономию сил и энергии. Поэтому ваше программное обеспечение реагирует на все новое и неизвестное с большой долей скептицизма. Новшества отклоняются, потому что подсознание ассоциирует их с угрозой. Именно поэтому вы с большим удовольствием продолжаете нежиться в пределах своей уютной зоны комфорта. Вам больше нравится оставаться там, где все известно, где стресс и риск сведены к минимуму, где вас ничто не пугает и все более или менее предсказуемо. Вы хотите обладать спортивным телом, но нет желания ходить в тренажерный зал и бороться с нездоровыми привычками. Вы предпочитаете воображать, как отправитесь к алтарю с мужчиной и женщиной своей мечты, вместо того, чтобы сделать первый шаг и назначить свидание. Теперь, раз уж вы купили этот ежедневник, вам придется сталкиваться с чем-то непривычным чаще, чем большинство других людей. Вы будете выполнять определенные задания и в процессе их выполнения открываться новому, что-то узнавать, сохранять гибкость и все больше развиваться. Задания ежедневника 6 минут продуманы так, чтобы вы регулярно прыгали выше головы. А то, что противоречит законам физики. Вполне возможно в духовной жизни. Неважно, идет ли речь о ваших профессиональных успехах, о личностном развитии, о духовных или спортивных амбициях. Ваши цели и ваша зона комфорта расположены отнюдь не по соседству. У них даже почтовый индекс не совпадает. Именно поэтому считать удобное хорошим удобно, но нехорошо. Личностный рост, как и любое движение вперед, всегда проходит за пределами зоны комфорта. Вам предстоит в буквальном смысле выпрыгнуть из уютного внутреннего гнездышка, и больше всего пользы это принесет вам самим. 5 еженедельных вопросов, правда, о самом себе. Каждую неделю перед вами будут возникать 5 новых вопросов, и отвечать на них станет все сложнее.
Если какой-то вопрос вызовет у вас беспокойство, это может означать, что именно этой темой вам необходимо заняться. Советую отмечать такие вопросы, чтобы через пару недель попробовать ответить на них заново. Они подтолкнут вас к тому, чтобы заглянуть поглубже в свою душу, заставят думать, дадут пищу для размышлений и возможность под новым углом посмотреть на собственную личность. Вы тащите все заброшенное и забытое из самых дальних уголков сознания, и в процессе поисков ответа откроете в себе нечто неожиданное и удивительное. Вы совершенно по-новому взглянете на свой характер, а может быть даже измените образ мыслей. Чтобы хоть немного понимать себя, надо хоть немного узнать себя. И.С. Тургенев. Ежемесячная проверка. Ваша моментальная фотография. Что представляют собой различные сферы вашей жизни в данный момент и в каком направлении вы развиваетесь? Вы сможете увидеть цельную картину, с легкостью сопоставить различные аспекты своей жизни и решить, что в ней следует изменить. Сначала вам нужно будет зафиксировать свое состояние, а затем в последующие месяцы наблюдать за развитием в отдельных областях жизни. Как это выглядит, можете посмотреть на странице 88. Если вы чувствуете, что меняться в какой-то из этих сфер сейчас не в ваших силах, значит, надо пока что оставить ее в покое или заняться другой, где тоже нужны перемены. Ежедневник – это ваша очень личная история. Не бойтесь оставить в нем отпечаток своей души. Трекер привычек. Как добрые намерения превращаются в прекрасные привычки. Хорошие привычки принципиально важны для хорошей жизни. Именно поэтому данной теме не только посвящена отдельная глава в теоретической части, но и выделено особое место в ежедневнике для ежемесячного трекера привычек. Неважно, что вы хотите изменить в своей жизни. Лучшим способом реализовать изменения на прочной постоянной основе остается постепенное формирование хороших привычек с помощью маленьких реалистичных шагов. И ежемесячный трекер привычек поможет вам приобретать полезные привычки и избавляться от вредных. Лишь самые разумные люди используют свою проницательность для оценки не только других, но и самих себя. Баронесса Мария фон Эбнер-Эшенбах. Основные положения. Теоретические принципы, на которых строится эта практическая книга. Этот раздел состоит из 3 частей. Теоретическая основа ежедневника – достижение позитивной психологии. Здесь также будут изложены основные принципы формирования привычек и саморефлексии. Тот, кто научится их правильно применять, может добиться в жизни всего, чего пожелает. Но даже если основные принципы вам уже известны, они слишком легко забыть в каждодневной суете, разрываясь между работой, социальными обязанностями и собственными потребностями. Теоретическое введение поможет вам лучше разобраться в этих принципах, а дневник даст возможность ежедневно упражняться в их применении и усвоении.